Ассаламу алейкум. Меня зовут Мухаммад Эл-Харо. Это 4-я часть нашей записи. Вот мы сейчас пробираемся сквозь старое кладбище села Атлох. Камни уже большинство, видите, разрушены. Но местные жители протоптали тропинку даже среди старой части кладбища, чтобы сделать дуа. Но на многих камнях уже ничего нету. Вода их стерла. И они спрятаны в кустарниках. То есть в этих кустарниках найти надгробие жены Хаджи Мурата — это непосильная задача, если только Всевышний не поможет. Но мы будем создавать причину, а Всевышний облегчит нам задачу. Это уже более свежие надгробия, я думаю, поздний вариант. Конец 19-го, начало 20 века. Видите, они... И даже на них нету никаких надписей. Просто камни. Или надписи стерлись, или, как говорит местный житель, многие знают, где их могилы родственников, и просто не ставят ничего. То есть выходит по факту одно поколение, максимум 2 поколения помнит похороненных здесь. Вот здесь вот это современный. Видите, ничего нету. Но есть повязка. То есть дети будут помнить, внуки, да, а правнуки уже нет. Все. Правнуки забудут уже тех, кто здесь похоронен. Может, Всевышний так делает специально? Это вообще интересная традиция. Ничего не писать на могилах, повязывать такие платки, чтобы запоминать. А потом ухаживать за ними, огораживая. Есть памятники с надписями. Вот видите, здесь надписи есть на арабском. И сразу понятно, кто. Но это бетон, это время сотрет. Лет 50 ничего не останется. Вот такая вот история с кладбищем в Тлохе. Слушай, Дебир, чтобы здесь что-то найти, надо быть Шерлок Холмсом. Представь, ничего не написано. Шифрованные могилы с этими платками повязанными. Каждый родственник знает. Вот надписи бывают, там они стерли со временем. Не, я про другой, я про современный. Да, про современные, да, знают, где кто похоронен. Да, я про это и говорю. Они знают, где кто похоронен, и ничего не пишут. Но их внуки не будут знать. Потому что внуки уже будут ходить на могилу к отцу, а не к прадеду, правильно? Да. И все? Так. Да, бабушка здесь похоронена, через могилу дедушка похоронен. Покажи там бабушку. Обычно записи нету. Покажи бабушку. Знаю, где они похоронены. Это могила дедушки. И надписи нету. Надпись есть, просто... Стерлась, да? Краской, не стерлась, краской написано. А, краской. Да. Ясно. Это бабушка. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Allah, kakhiya tanbila. Ya Allah, kakhiya tanbila. Allahumma fir lahu warhamhu. Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ali Muhammadi wa sallim. Пусть Всевышний облегчит вам. Пусть Всевышний обрадует вас раем. Еще там внутри тоже прадедушки есть. Тоже, И без надписи. да. Алхамдулилlah. Так. Знаем. Вы надеетесь на свою память. Наверное, каждую пятницу ходите. Да, не всегда получается. Но большинство ходите. Да, ходит. Поэтому вы знаете, где что. Да. А зачем здесь дрова? Это дрова, здесь дерево срубили. Это здесь еще стена была. Ага. И здесь, чтобы кладбище чуть увеличить. Расширить, да? Да, расширили. Ага.
Поэтому деревья срубили, все. Дело в том, что у нас дерево на кладбище находится, чтобы вот эту нишу заполнить не саманным кирпичом, когда тело положили в могилу. Знаешь, о чем я говорю? Выкапывают же с северной стороны нишу, туда ложат тело, а потом прикрывают или деревянными досками, или саманным кирпичом. У нас, То же самое, да? Да, камнями. А камнями Да, закладывают. да. Ну, у кого что? У вас камней много, у нас дерева много. А вот уже современный 2016 это уже гранит. Кто-то вот такие ставит таблички, Да, кто такие делают. кто во что гораздо. А кто вообще ничего. Да. Ну, в принципе, понятно. Кто-то арабской вязью пишет, кто-то русским языком. На кириллице. Я чувствую, вон кириллица, Мухаммад. Единичка после ха. Все понятно. Алхамдулилlah. Ну что, на этом заканчиваем. Едем к родственникам Хаджи Мурада.